Кыргызстан примет кодекс защиты инвесторов. Об этом сказал президент в интервью турецкому каналу ТРТ. Ожидается, что пакет законов будет подготовлен в течение 2 месяцев. Biz investorlardı mizan менен эле эмес. Баш бүгүнкү мен кол койгон баш мизан менен да коргоп койдук. 17 статьясына жазып койдук. Инвесторлар баш мизанын негизинде корголот деп. Ал үчүн биз ошо кодексти дагы жазып атабыз. Бийлик тараптан дагы биз инвесторлорго тийгизбей, крупный инвесторларды алып келип ишке салып, кен байлыктарга болобу, завод фабрикаларды ачууда болобу, аштырып болобу, ошолорго тийгизбей карап берип, мындай экономикабызды көтөргөнгө салым коштуралы деп атабыз. Кыргызстан заинтересован в защите деятельности инвесторов, а также в том, чтобы иностранцы вкладывали свои средства в развитие нашей страны. Бизнес-среда продолжает указывать на бюрократию, неучтенные проверки как на основную проблему. Эти негативные явления должны быть устранены и предусмотрены специальные гарантии для инвесторов. Также создано министерство, которое будет работать в этом направлении. Ведомство проанализировало законодательство и начало работу по его совершенствованию. Наши инвесторы, бизнесмены сталкиваются с проблемами бюрократического характера. Поэтому, чтобы устранить данные вот такие вот механизмы, министерство, сейчас вновь созданного министерства хватит полномочий и воли для того, чтобы провести инвентаризацию законодательства, и все на законодательном уровне отрегулировать в сторону облегчения положения бизнеса и инвестиций. Ранее был издан указ президента, предусматривающий дополнительные меры по защите субъектов предпринимательства. Им обещана всесторонняя поддержка, так как инвестиции являются основным источником выхода государства из кризиса. Создадим такой кодекс, он нам даст возможность притока новых инвестиций и качественных инвестиций. А то, что Министерство инвестиций, вот то, что создано у нас в кабинете министров, это тоже очень хороший показатель. Получается, что специализированное такое министерство будет, которое будет заниматься подготовкой этих кодексов, этих законодательных нормативных документов и созданием условий для того, чтобы привлекать эти инвестиции и благоприятные условия создавать для этих инвестиций. Из-за пандемии в прошлом году ВВП Кыргызстана снизился на 8%. Такую же ситуацию можно наблюдать и сегодня. Защита и гарантия прав инвесторов привлечет предпринимателей в нашу страну, что в свою очередь позволит значительно выровнять экономическую ситуацию. Елена Ткаченко, Азамат Кадыртуктоев, Ала-То 24.